Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что он решил относительно вас? Какие шаги будет делать в вашу сторону? Если вам интересна эта тема, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что ты решил? Какие шаги будешь делать в мою сторону? Если вы настроились, я убираю назар, прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками секретно то, что сейчас скрыто. Мы сильно желаем узнать. Ох, как много эмоций, очень много эмоций. У вас эмоций много, у него много эмоций. Смотрите, что я вижу. Отсыпка подойдет тем, кто сейчас в сложных, напряженных отношениях. Видите, здесь люди разошлись, и здесь люди разошлись. Что-то между вами не клеится, что-то вот постоянно происходит, и между вами вот прям раздор происходит. Если у вас все хорошо, все замечательно, это не ваша отсыпка, вам не следует смотреть. Здесь у меня конкретно проблематичные отношения выходят. Мало того, у кого-то отыграется вот соперница. Видите, вышла, пытается мужчину к себе, давай там приманивать, ко мне иди. Что-то чары на него насылает. Значит, мои хорошие, вы сейчас оба обижены друг на друга, друг другу попами повернулись, ну и сохраняете какую-то молчаливую паузу. Почему это произошло, я не вижу, мне причину не показывают, но я вижу, что вы друг о друге думаете. Каждый думает по-своему, каждый видит свою причину. Но тем не менее, что вас сейчас связывает, это желание все выяснить и высказать свои мысли, да, свою обиду вынести. И у вас такое желание, и у него такое желание. Мало того, у него еще к вам какая-то претензия агрессивная, да, что вот он вас считает в чем-то виноватой. Либо что вы неуступчивая, либо вы там как-то свои права громко заявили. То есть где-то он считает, что вы его обидели. Ну, а у вас, соответственно, тоже похожая, да, какая-то обидка есть. Хотели бы ему что-то высказать. Так, для тех, у кого есть соперница, мешает соперница. Здесь однозначно. Вот по вот этой картинке, вот смотрите, да, вот он маленький такой, и вот она над ним вот руки расставила, значит, и тело у нее как змея. Она что-то делает. Что она может делать? Да что угодно. Начиная от магии, чар, заканчивая психологией, да, то есть какими-то там внушениями, шантажом, эмоциями, да, вот где-то она его этим портит, заманивает и к себе привязывает. Очень активная женщина. Работает прям не покладая рук и день и ночь 24/7. Старания тут просто... не была бы она ваша соперница, я бы восхитилась, да, насколько человек активный с такой активной жизненной позицией. Это плохо, потому что вы в свою очередь никакой активности к мужчине не проявляете. Он ее, например, обидел, там, сказал ей что-то плохое, она ха-ха-ха, хи-хи-хи, типа в шутку перевела, да? А если вам он что-то плохое скажет, то вы сразу вилы в руки, да, сковородку в руки, а ну иди сюда, что сказал. Понимаете, в чем разница? А мужчины, они ведь такие, как котики, да, вот там, где гладят, туда он идет. Так что, девочки, тут нужно что-то менять, тут нужно делать что-то. Нет, я не призываю вас там, его с рук кормить, но, тем не менее, может быть, как-то следует по-другому общаться, может быть, следует немножечко поменять свою позицию. Он-то к вам, понимаете, он к вам тянется, он к вам привязан, так же, как и вы к нему привязаны. Между вами связь очень сильная. И
И эту связь, ее невозможно перерубить, ее невозможно убрать. Но вот чисто по-человечески, вы, конечно, меня извините, но вот она переигрывает, потому что она ему вот прям медом, понимаете, стелет. Поэтому, девчонки, надо немножечко поменяться. Что он решил? Ну, решил пока оставить как есть, пока вы не остыли, да, либо пока перед вами вот этот накал страстей перед глазами стоит. То есть вот он так думает, что я сейчас к ней пойду, опять мы с ней разругаемся в пух и прах. Не, лучше поостыну-ка я, да, поуспокоюсь, поостыну, и она остынет немножечко, и тогда мы с ней будем разговаривать. Вообще, если вот так на будущее, он не видит отношений с этой другой. Этого он не видит, он этого не хочет, он даже этого не рассматривает. Он рассматривает все-таки вас, вот чтобы вы, ну как поменялись, что ли, к нему подобрее стали, либо стали более сговорчивой. Вот тогда он думает, вот все наладится, будем мы вместе, будет у нас все замечательно. На ближайшее время я вижу у вас еще какой-то разговор будет, который тоже, знаете, как не увенчается успехом. Слово за слово, и опять по-новому, да, пластиночка заиграет. Поэтому я вас сейчас предупреждаю. Если вы хотите, чтобы мужчина этот поменялся к вам, ну, подобрел, добрейте к нему сами. То есть покажите ему, да, что да, можно по-другому, да, мы взрослые, адекватные люди, мы можем договариваться. Так, и еще что. Почему-то ему не нравится, что вы в нем сомневаетесь, либо что-то вы ему такое указали, на его какие-то поступки, на его проступки. И он прям как попали, да, не в бровь, а в глаз. Его это очень сильно задело. Вот ему хочется вам что-то доказать. Он сейчас чем-то занят, над чем-то работает, чтобы вам доказать, что вы были неправы. Типа, смотри, я не пропащий, я работящий, и вот смотри, что я сделал. То есть у него какое-то сейчас дело есть, либо он обдумывает, либо он уже приступил к этому делу. Вот как докажу ей, что я неплохой, докажу, что я там себя что-то представляю. У вас, мои хорошие девочки, почему-то выходит какое-то разочарование от этого мужчины, разочарование и нежелание договариваться. Вот желание ему высказать, что на сердце накипело. Но понимаете как? У вас свой взгляд, у него свой взгляд. И вот этот путь, а я тебе выскажу, а я тебе докажу, в отношениях, в любви, он деструктивный на самом деле. Ну хорошо, ну выскажите, у него своя позиция. Вы ему выскажете, а он выскажет вам. Дальше что? И так и дальше разойдетесь по разным углам и будете сидеть из-под-лобья друг на друга смотреть. Здесь бы вам что-то придумать надо. Придумать либо повод, либо причину, чтобы вам с ним поговорить и договориться. Да, договориться. Хорошо бы было что-то вместе сделать, либо вместе над чем-то поработать. Вот это бы вас сблизило. Может быть, даже какую-то поездку. Если есть у вас на что опереться, да, либо придумать что-нибудь, вот неплохо было бы. Просто смотрите, вот его решение, оно будет. Но оно будет каким-то вот резким. Вот он под наплывом эмоций примет решение. Какое решение? Ну тут либо рубить, да, либо создавать. Понимаете, он еще не определился. Вот у вас буквально, вот я вам так скажу, да, где-то у кого-то 2 дня, у кого-то там 5 дней. 5 дней на то, чтобы придумать то, что вас объединит. Либо придумать какое-то дело, ситуацию, чтобы он пришел к вам на помощь. Если вы его позовете, он придет. Он придет, может быть, там сначала покряхтит, но все равно придет. Потому что он тоже будет искать возможность, чтобы к вам прийти, с вами поговорить. Вот. Если вы там думаете, что он вас на эту соперницу променял, нет, он просто... Ну, просто она его нахваливает, понимаете, а ему это приятно, потому что вы его не хвалите, вы его, наоборот, ругаете. Поэтому такая ситуация и происходит. Если мужчина сейчас находится с соперницей, проживает с ней на одной территории, то она ему просто уже противна.
Он видит на самом деле ее лицемерие, видит, что он ей нужен не для любви, например, да, а для каких-то ее корыстных целей. Он это все видит. Почему там находится? Ну, потому что с вами у него не клеится. Тут тоже, знаете, как такой эмоциональный удар для вас получается. Да? Он это вот как месть, что ли, делает. Я, если честно, я не понимаю. Я перед собой вижу людей, которые привязаны к друг другу, которые любят друг друга, но при этом никак не могут договориться. Вроде как хотите, и он хочет, и вы хотите, но как только начинается какой-то разговор, все вот понеслось, поехало, нет никакого взаимопонимания, кроме претензий, кроме какой-то обиды, ничего не происходит. Решения здесь еще нет. Глобально он хотел бы быть с вами. Вот если в целом там посмотреть на его настроение, он хотел бы быть с вами. Но, еще раз говорю, тут важную роль будут играть эмоции. Если вы опять поругаетесь, ну, разойдетесь опять на какое-то время. Потом вы еще на один цикл пойдете на сближение. Если вы примиритесь, то, конечно же, он хотел бы быть с вами, хотел бы создавать гнездо, хотел бы семьи, хотел бы спокойствия. Но это должно быть взаимно, это должно быть обоюдно, и это должно быть еще чем-то гарантировано. Понимаете? Сейчас вообще у этого мужчины какой-то непростой период жизни, что-то очень сильно меняется. Мало того, скорее всего, какие-то он потери понес, либо потери ему грозят. Тут еще и меч ему выходит. По мечу тут могут быть действительно, ну вот, как ему нужно, что ли, сражаться будет с кем-то, что-то там доказывать. Но не с вами, да, а с кем-то. Что-то вот как-то себя позиционировать в жизни. То есть у него нервная система расшатана. Она и у вас расшатана, но у него, видите, еще и внешние какие-то триггеры есть, которые его вот прям разбалансировали полностью. Я бы вам вообще посоветовала почиститься. Почиститься, причем луна вырастет, начнет убывать, чиститесь сами, и его по фотографии, по изображению тоже почистите. Если есть какие-то его личные вещи у вас, вот фотографию, личную вещь и чистку свечой, полынью, как можете, как умеете, вот здесь нужно почиститься. Вообще, хорошо бы за него молитву заказать во здравие, потому что мне не очень нравится с его стороны меч. Мне не нравится то, что его сейчас, вот знаете, как сжимает в тиски, ну, вот, либо работа, либо какое-то, вот, знаете, давление на него из социума оказывается. То есть он, ну, в сегодняшние дни немножечко как сам с собой не дружит. Эмоции переполняют. Так, ну по шагам я уже вам сказала. У вас разговор будет. И как это все пройдет, будет зависеть от вас и от него. Он будет настроен на то, чтобы примириться. То есть зацепиться, примириться, там, выйти, возможно, на новый уровень. Вот этот разговор все между вами решит. Если вы найдете в себе силы простить и не цепляться к какому-то прошлому, да, там, к нему претензий не предъявлять, все будет замечательно. Если вы начнете разговор с того, как было раньше, ну, опять вы придете к такому же нулевому результату. Это не минус будет, а это будет именно ноль. Опять обнуление. И вот до следующей встречи у вас пойдет. Ну, соперница мешает, это уже я сказала, да, от нее пока избавиться никак, это только он ее может под зад пинком послать, но пока он этого делать не будет, к сожалению. Не знаю, он как-то чувствует, что ли, обязанным себя перед этой женщиной. Что-то она ему так там голову заморочила, мозги напудрила, что он как вину свою, что ли, чувствует. Но с ней он сам разберется в будущем. Они вместе не будут. Вот при любых раскладах вы с ним будете, не вы, а вместе он с этой женщиной, соперницей не будет. Нет. Она ему противная идет, но он чувствует свою вину перед ней. А перед вами он не вину чувствует, а любовь. Вот так вот, мои хорошие.
Значит, девочки, чистимся, успокаиваемся и пытаемся наладить отношения. Это будет правильно. Потому что чувства между вами есть, но вот обиды все портят. Обиды и эмоции, понимаете? Здесь нужно будет работать. Он вообще вам другом идет. Вот смотрите, тут у вас в венце вот такая большая собачка выходит. Большие собачки — это всегда в дружбе. Дружба вот именно душой и сердцем. Не думайте, что любимый человек не может быть другом. Он в первую очередь должен быть другом. Только лишь когда он друг, тогда и происходит та самая настоящая любовь, и формируется та самая настоящая семья. Не на день, не на неделю, а на годы. Вот. Так что он все-таки видит себя и чувствует себя вашим преданным другом в первую очередь. А дальше уже все по списку. Не теряйте эти отношения, не теряйте. Подумайте. Я не хочу ничего про вас говорить, потому что у вас тут слишком все напутано. Я не могу сказать, что вы к нему несправедливы. Есть у вас обиды, и обиды справедливые. Есть за что обижаться. Он непростой человек. Но с другой стороны, нужно работать. Нужно работать и нужно идти навстречу. Если хотите этих отношений, если этот человек вам дорог и люб, идите к нему навстречу. Может быть, в какой-то момент нужно обнулиться, может быть, в какой-то момент нужно закрыть один глазик. Понимаете, девочки, нужно вот об этом подумать. Но если вы смотрите эту отсыпочку, до этого момента досмотрели, значит, все-таки мужчина вам нужен, дорог. Попробуйте, мои хорошие, с добром. Попробуйте. Попробуйте отпустить то, что сейчас вас тревожит. Попробуйте за него попросить, чтобы у него все хорошо было, и у вас тогда все будет хорошо. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.